Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялась официальная встреча генерального прокурора Абхазии с представителями Министерства юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Более 30 тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в Курскую область. Колонна с помощью для жителей региона отправилась утром из Сухума. Многодетная мать смогла купить квартиру благодаря госпрограмме «Жилище». В соответствии с планом подготовки прошли командно-штабные учения с подразделением видов и родов войск Вооруженных сил Республики Абхазия. На учениях присутствовал главнокомандующий Аслан Бжаня и секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа. Подробности в репортаже Гугут Савардани. 10 дней днем и ночью на военном полигоне Цавал проходили командно-штабные учения военнослужащих Министерства обороны Абхазии. Завершающий этап посетил главнокомандующий республики Аслан Бжаня. Товарищ главнокомандующий, группировка войск «Восток» проводится командно-штабное учение. Руководитель учения, начальник генерального штаба, генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Абхазия генерал-полковник Владимир Савченко показывает президенту макет местности, на которой, согласно легенде, проходят боевые действия, и рассказывает о планах отражения атаки противника. Товарищ главнокомандующий, для отработки вопросов взаимодействия войск, сил в операции подготовлен макет местности. Масштаб макета местности 1,50-тысячный, значит, в 1 сантиметре 500 метров. Основная цель командно-штабных учений на полигоне – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В учениях приняли участие специальные подразделения силовых структур Республики Абхазия – резервисты. В ходе командно-штабных учений отработан комплекс задач, включающий боевую и мобилизационную готовность, подготовку и ведение боевых действий, их всестороннего обеспечения. Учения проводятся под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия на всех полигонах и незнакомых для войск участках местности. Гугут Савардани, Даур Гинапшба, Инал Квинже, Абхазское телевидение. С 23 по 30 октября будет закрыт пункт пропуска Ингур на абхазо-грузинской государственной границе для выезда и въезда в Республику Абхазия. Распоряжение об этом подписал в пятницу, 18 октября, президент Аслан Бжаня. Исключение делается для работников Ингургес, а также постоянно проживающих в Абхазии иностранных граждан и лиц без гражданства для въезда в республику. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан Абхазии, недопущения создания инцидентов на государственной границе в связи с проведением 26 октября парламентских выборов в Грузии. Состоялась официальная встреча генерального прокурора Абхазии Эдгура Агырба с представителями Министерства юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Обсуждались актуальные вопросы международного сотрудничества, возникающие в рамках исполнения обязательств по договору между странами о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы 28 мая 2015 года. Генеральный прокурор Абхазии Эдгур Агырба отметил, что абхазская сторона нацелена на всестороннее развитие и укрепление сотрудничества с Министерством юстиции России и считает, что такое сотрудничество должно способствовать достижению цели справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц. Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в укреплении и дальнейшем развитии сотрудничества. Республику Абхазия и Российскую Федерацию связывают давние традиции дружественных отношений, как известно. И доказательством тому являются не только наши стратегические и союзнические отношения, которые сложились сегодня, но и общие культурные ценности, большой богатый опыт прошлых лет. С момента подписания
между Абхазией и Российской Федерацией в 2015 году договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. После этого между нами также сложились очень тесные, разноплановые и партнерские взаимоотношения, в связи с чем Генеральная прокуратура Абхазии, хочу до вас довести, что и дальше нацелена на всестороннее развитие и укрепление сотрудничества с Министерством юстиции Российской Федерации, которое, на мой взгляд, будет способствовать достижению общих целей справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц. Важнейшая тематика. У нас сейчас за последние годы получилось так, что министр взял серьезно на контроль тему передачи осужденных. И, по моим оценкам, это такая существенная история, она и со социальной стороны, и с экономической стороны тоже играет огромную роль для государства. Потому что, конечно, когда наши оступившиеся граждане хотят отбывать наказание дома, это очень важно, потому что все-таки семьи и доступ к общению и социальной реабилитации их – это очень, очень важный процесс. Более того, мы тоже там оценивали, вели подсчеты определенные. Нагрузка, когда ложится на государство, это очень такая серьезная история. И когда страна принимает своих граждан, она важным образом их вовлекает уже во внутреннюю жизнь, идет процесс восстановления, общения. Поэтому помимо экономики, это все-таки самая важная история, это, конечно, их социальное восстановление и возвращение на родину. Премьер-министр Александр Ангваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре этого года на военную службу граждан Республики Абхазия. Министерству обороны поручено обеспечить призыв и осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Администрациям города Сухум и районов поручается создать призывные комиссии в соответствии с требованиями закона. Соответствующие поручения также даны МВД и Минздраву. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство обороны. Министр иностранных дел Сергей Шамба поздравил доктора Уалида Абаза с официальным вступлением в должность мэра города Латакия. Глубоко убежден, что славные традиции и государственный опыт семьи Абаза помогут вам претворить в жизнь перспективные планы и замыслы во благо населения города Латакия, говорится в поздравлении. Шамба пожелал Уалиду Абаза успехов в последовательном решении задач, направленных на развитие города, повышение его привлекательности, укрепление благосостояния и безопасности жителей. Более 30 тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в Курскую область. Колонна с гуманитарной помощью для жителей региона отправилась утром из Сухума, сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром генерал-лейтенантом Львом Квицинем везут в Курск продукты питания. Крупы, сахар, консервы, бутилированную воду, а также средства личной гигиены. Гуманитарный груз собран на личные пожертвования граждан, а также при финансовом участии коммерческих организаций нашей страны. Акция проводится при поддержке правительства Абхазии. Государственная целевая программа «Жилище» продолжает успешно функционировать, представляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. За последние 3 года благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей. В рамках программы помощь была оказана семье Анжелы Антонян по улице Загубаев в селе Ишера. Все подробности в материале Шезины Ханакуа. У Анжелы Антонян непростая судьба. Мать 4 детей, 2 из них инвалиды, оказалась на пороге отчаяния. Ее жизнь складывалась тяжело. Она воспитывала детей одна, жила на съемной квартире. Узнав о государственной целевой программе «Жилище» Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии, Анжела решила испытать удачу. Собрав необходимые документы, подала заявку. 2 года ожидания, и вот однажды раздался долгожданный звонок. Ее заявку одобрили.
Сама я коренная с Абхазии, из Сухума, коренная с нового района. Я там родилась, там выросла, там жила. Ну, после войны мы остались без дома. Я жила с мамой, с братом. Потом я вышла замуж, потом как получилось, что я развелась. Ну так я всю жизнь прожила на новом районе, но на съемной квартире. Так получилось, что где я квартиру снимала, она сына женила. Надо было срочно квартиру освобождать. И как раз повезло, что позвонили и сказали, что одобрили. Сертификат на 1 000 000 рублей стал для семьи спасением. Анжела начала искать жилье, которое смогла бы приобрести, и нашла небольшую квартиру в селе Эшера по улице Эзугбая. Позвонили, когда сказали, что сертификат одобрен, я могу прийти забрать. Конечно, счастье было немерено. Я начала искать по объявлениях жилье. Какое-нибудь, чтобы хотя бы уже не снимать бешеные деньги, не платить. Сами знаете сейчас, какие у нас расценки. Начала искать и нашла вот эту квартиру. Хозяйка вообще хотела 1 200 000, но за счет того, что я ей уговорила, что у меня сертификат больше не имею, она согласилась. Однокомнатная с лоджией. Лоджию я превратила в маленькую детскую комнату для 2 сыновей. А по документам она однокомнатная. Не было ни ремонта, ничего. Единственное, здесь Аристон у нее стоял. Хотя и с водой проблема, но хотя бы, когда вода есть горячая вода. А так здесь ничего не было. Здесь вот старые диванчики были, потому что у нас своего ничего нету. Так и живем. Старший из сыновей Искандер, как и другие дети, был счастлив. В школе он рассказал эту новость одноклассникам и учителям, и они разделили с ним радость. Спасибо государству за то, что нам помогли найти эту квартиру. Я очень рад, что у нас есть своя квартира, которая не надо нам за нее платить, ничего не надо нам. Да, ремонта тут нету, но потом ремонт будет. Анжела Антонян – пример стойкости и веры в лучшее. А ее история о том, как важна поддержка государства в трудные моменты жизни. Она продолжает бороться с жизненными трудностями. У нее нет постоянной работы, лишь сезонная. Анжела с благодарностью говорит о помощи, полученной от государства. Дети были очень счастливы, что наконец-то у нас свое. Не надо переживать, что надо съезжать, кто-то продал, кто-то сына женил. Дети были очень довольны. Все молодцы наше государство, то, что создали такую программу, помогают многодетным, семьям с инвалидностью. Я знаю, еще в программу входят категория те, которые потеряли на нашей войне, да, члена семьи. Эта программа очень нужна. Есть семьи, которые, я лично знаю тех, которые намного хуже состояния находятся, чем я. И эта программа очень хорошо им помогает. Ну, хотя бы люди могут свое жилье приобрести. Уже не нужно скитаться по чужим домам, чужим квартирам, есть свое. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему правительству, главе государства, нашему президенту. Государственная целевая программа «Жилище» направлена на обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан Абхазии. Программа охватывает многодетные семьи, инвалидов первой группы, семьи с детьми-инвалидами, а также другие уязвимые группы. С 2021 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей. Программа продолжает успешно функционировать, предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Шазина Ханагу, Налач Хинджери, Руслан Квицыня, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил готовность медицинских учреждений Сухума к зиме. Он посетил городскую клиническую больницу номер 2, Сухумскую инфекционную больницу, Национальный онкологический центр и Республиканский наркологический диспансер. Все медучреждения обеспечены дизельными генераторами необходимой мощности, которые недавно прошли технический осмотр и готовы к работе. Запасы топлива есть, но в городской больнице мощности собственного генератора не хватает на все отделения. Вопрос планируется обсудить совместно с администрацией города Сухум. С автопарком проблем у медучреждений нет. Все машины исправны. Министр здравоохранения передал в дар городской клинической больнице новый дефибриллятор. Также планируется закупить 4 функциональные кровати с электроприводом и 5 прикроватных медицинских мониторов.
Некоторое время назад, вы знаете, были проведены ремонтные работы в приемном отделении благодаря помощи администрации города лично Руслану Федоровичу. Значит, посмотрели рентгеновская установка, где будет стоять комната для рентгена. Далее пообщались с коллективом, пообщались с главным врачом больницы. То, что мы обещали некоторое время назад при посещении второй горбольницы, передан дефибриллятор благодаря спонсорской помощи наших друзей. Далее говорим о том, что еще будут приобретены в будущем 4 функциональных кровати с электроприводом и 5 прикроватных мониторов. Также посетили инфекционную больницу города Сухум. Сегодня проговорили о том, что дополнительно необходимо еще сделать один мельцеровский бокс уже на 2-м этаже, но это такие планы на будущее. Посетили Национальный онкологический центр, посмотрели, как обстоят дела с водоотведением грунтовых вод, потому что некоторое время назад, буквально полгода назад, подпорная стена и дренажи, они пришли в аварийное состояние, там очень тяжелая была ситуация с оползевыми нагрузками, поэтому на сегодняшний день все это устранено. Дренажные системы работают, большого объема трубы были уложены, огромная колоссальная работа была проведена. При помощи правительства ехали в наркологический диспансер республиканский, посмотрели готовность также к зимнему периоду, посмотрели палаты, готовность в плане энергообеспечения. Все лечебные учреждения мы проедем, посмотрим по готовности к зимнему периоду. Из-за сильных ливневых дождей река Гарикуара вышла из берегов. Накануне вечером вода начала проникать в помещение 1-го этажа Государственного архива. К счастью, хранившиеся там документы не пострадали. С утра коммунальные службы устраняют последствия стихии. Горстрой расчищает русло реки. В минувшие выходные обрушившиеся ливневые дожди на столицу привели к подъему уровня воды в реке Гарикуара. В результате вода вышла из берегов и начала подтапливать 1-й этаж Государственного архива. К счастью, ценные документы не пострадали. За несколько дней до того, как это все произошло, здесь организации начали зачищать все это русло реки. Ну, видно, не успели работы довести до нужного конца. Вот эти 2 дня, что подряд дожди шли проливные, при том, что русло реки поднялось, и она стала переливаться через край. И возникла опасность подтопления помещения архива. К счастью, сотрудники архива, начальник Гвинджа Роман Хакибевич, они все здесь находились, предотвратили подтопление. Сотрудники МЧС приехали быстро, оперативно тоже помогли. В общем, на данный момент удалось избежать худшего сценария. Сейчас сотрудники столичного управления горстрой специальной техникой очищают русло Гарикуары. Стоит отметить, что доступ к реке очень затруднен. Ранее вся техника проезжала по этой дороге, но после установки здесь трансформаторной подстанции проезд закрылся. Чтобы технику подвести поближе к реке, пришлось разбить небольшой участок подпорной стены. Но сейчас, видите, здесь постоянно строительство идут и так далее, то есть техника подойти не может. И сейчас решили, что вот у нас здесь подпорная стена, часть ее уберут, и чтобы можно было техникой заезжать и периодически русло реки чистить. Договорились так, что если финансирование будет, делают технологический въезд, но стенку определенную подпорную обязательно сделать, чтобы исключить дальнейшее продвижение сюда воды. Реку Гарикуара расчищали последний раз около 5 лет назад. По словам сотрудников Государственного архивного управления, случаев подтопления здания архива после его капитального ремонта в 2014 году не было. Сейчас после расчистки русла Гарикуары необходимо соорудить технологический въезд к реке, восстановить часть подпорной стены, иначе есть опасность оползня грунта. Также во время расчистки деревья, произрастающие вдоль реки, планируют спилить. Из-за постоянной тени на заднем дворе образовалась сырость и плесень на 1-м этаже здания. Алика Трапшнер, Соуцулуки, Абхазское телевидение. 13 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ в минувшие выходные. У жителя Чемчерского района изъято незаконно хранимое наркотическое средство. Подробности в оперативной съемке МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Колубани Георгий Тенгизович, 1998 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Дюков Павел Николаевич, 1977 года рождения, житель города Пицунда, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арш Батаир Владимирович, 1978 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Маршани Астамур Гивиевич, 1976 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бетиев Артур Мавладевич, 1988 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Матуа Руслан Константинович, 1975 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Скамкачашвили Уча Вахтангович, 1974 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Азматгириев Шамиль Суанович, 1996 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гвинже Эрик Нукзарович, 1985 года рождения, житель Чемчерского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Нафиков Марат Раильевич, 1991 года рождения, житель Челябинской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мика Аляс Алексеевич, 1990 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Беслан Амиранович, 1989 года рождения, житель Чемчерского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Матасян Гарик Альбертович, 1985 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Отделом дознания МВД Абхазии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики в отношении Демирджи Аглы Дениса Вячеславовича, 1986 года рождения. Граждане понятые, подойдите поближе, обратите внимание. Гражданин Демирджи Аглы из правого кармана носимых им брюк, джинсовых брюк синего цвета выдал такой серый прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого находится серо-зеленые вещества растительного происхождения. Мужчина был задержан в селе Акваске сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Чемчерскому району, которые в ходе личного досмотра взяли у последнего незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое средство каннабис. Для чего вы его взяли с собой? Для личного использования. Вы употребляете наркотические средства, правильно? Марихуану, да, употребляете или что-нибудь другое еще? Нет. Вышеназванный гражданин на время предварительного расследования отпущен под подписку о невыезде. Сборная команда Абхазии участвует в очной международной олимпиаде по экологии в Сириусе, которая проходит с 20 по 24 октября. Олимпиада посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии. В ней участвуют 30 школьников из 7 стран – России, Республики Беларусь, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшельских островов и Абхазии. Олимпиада стала одним из главных мероприятий научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата, который проходит на федеральной территории. Минувшие выходные в Зимнем театре Сочи прошли показы спектакля «12» Никиты Михалкова, в котором принимает участие московский ансамбль абхазского танца «Амцебс». Спектакль «12» – это размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Это серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Спектакль очень популярен, так как поставлен по мотивам одноименного художественного фильма, снятого Никитой Михалковым, и традиционно проходит при полных аншлагах. Среди многочисленных зрителей была Сария Кварцхелия. Вот уже 3 года детский ансамбль абхазского танца «Амцебс» принимает участие в спектакле режиссера и актера Никиты Михалкова. Считанные минуты до выхода. Дети счастливы разделить одну сцену с народным артистом России. Чувство гордости, радости и волнения переполняет здесь каждого. Ой, это невероятные чувства, потому что когда ты понимаешь, что ты находишься с такими маэстро на сцене, у тебя невероятная благодарность, что за то, что ты участвуешь в таком спектакле. Танцевать с этими артистами и с Никитой Сергеевичем Михалковым для меня это честь. Мы должны передать такую эмоцию, вот мальчик попал в тюрьму, и надо передать такую эмоцию, то что вот он
его освободили, он начал танцевать, и мы как поддержка. Спектакль «12» повторяет сюжет одноименной картины, снятой Никитой Михалковым еще в 2007 году, в котором руководитель ансамбля «Амцебс» Лаша Марухба исполняет роль чеченского гвардейца. Конечно же, для меня было удивлением, что выбрали именно меня, хотя там на пробах было еще много ребят. И съемки шли в Геленджике. Вот этот эпизод, где вот я главному герою, пока он маленький, где я даю нож, как бы вот этот эпизод мы снимали там, и оттуда как бы завязалась наша дружба с Никитой Сергеевичем. Вот потом прошло время, и он этот фильм решил вынести уже на сцену. К этому времени Лашей уже был создан ансамбль «Амцебс», в репертуаре которого не только абхазские танцы, но и народов Кавказа и Закавказья. Так Лаша Марухба стал хореографом спектакля. Были дети готовые, и он предложил, что в конце, в финале этого танца танцевали именно наши дети. Вот, мы долго репетировали, искали лучшие такие моменты, потому что все-таки это не в чистом виде нужен был танец. Вот, и символика, как бы, как он говорит, это танец некой победы. И вот с тех пор мы вместе уже объездили, наверное, больше 30 городов Российской Федерации. Были и в Белоруссии, были в Узбекистане. Сейчас по приезду в Москву через пару дней мы уезжаем в Сербию. Спектакль «12» – это история о 12 присяжных, которые должны вынести вердикт 18-летнему чеченскому юноше Умару, обвиняемому в убийстве своего приемного отца. Роль Умара исполняет ученик и танцор ансамбля «Амцебс» Рамис Келбиев. Я попал сюда благодаря Лаше Игоревичу, потому что я у него с самого раннего детства занимаюсь танцами. Сейчас я не занимаюсь у него, потому что возраст, учеба, свои личные дела. А так я очень долгое время с ним провел, и он играл роль гвардейца в этом фильме. И поэтому у него там попросили, когда хотели поставить этот спектакль, попросили какого-нибудь парня, который подойдет на эту роль. Он попросил меня скинуть фотографию, вот так все закрутилось. В конце спектакля, после вынесения оправдательного приговора, мальчик выходит из тюрьмы и начинает танцевать чеченскую лезгинку. Буквально через 3 секунды к нему присоединяется и ансамбль «Амцебс». Зрители бурными овациями встретили детей. Зажигательный танец, который исполняет этот коллектив, символизирует свободу, милосердие, мужество и равенство народов. Этот ансамбль, как пламя огня, согревает сердце каждого. Не раз в своих интервью такую высокую оценку Амцебсу давал Михалков. Амцамс переводится как «язык пламени», что, в общем, абсолютно соответствует тому, что делает этот ансамбль, при том, что очень дорого, что это как раз детский ансамбль, в котором так много непосредственного, горячего, пламенного, как у всякого, так сказать, ребенка, который хочет себя показать, который хочет показать, что он умеет. И, конечно, Лаша в этом смысле, мне кажется, абсолютно незаменимый руководитель, потому что как он любит этих ребят, как он горит своим делом, это можно позавидовать. Я уж не говорю о том, что Лаша замечательный артист. Кроме того, что он прекрасный танцор, он замечательный артист. Наверное, я не знаю, мне, может, чуть повезло, но это ответственность, это большая ответственность. Здесь права на ошибку не имеет никто. И стараемся держать эту марку. Везде аншлаги, как-то хочется, не знаю, чтобы наш спектакль, наш, я имею в виду спектакль «12», в котором мы участвуем, как-то, как-нибудь хотя бы появился бы на нашей родине, в Республике Абхазия. Я надеюсь на это очень, потому что значимость появления Никиты Сергеевича в Абхазии, я думаю, это большое имеет значение. Спектакль «12» – размышления о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Это серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Отлично. Что больше всего понравилось? Постановка, сценарий и декорации. В конце детишки танцевали, как вы? Шикарно. Спасибо. Поделитесь. Понравился. Отлично. Поделитесь своими впечатлениями, как спектакль. Как вам спектакль? Супер. Потрясающе. Как вам спектакль? Потрясающе. Что больше всего понравилось? Прежде всего, потрясающе, конечно, оформление, сам сценарий, сюжет и игра великолепная.
В конце дети танцевали, как вам? Ну, это вообще прямо было апофеоз. Очень здорово. Вот уже 12 лет ансамбль «Амцебс» занимается пропагандой культуры Абхазии и созданием имиджа нашей страны за рубежом. Сария Кварацхеля, Раму Камке, Абхазское телевидение. 22 октября с 13 до 16 часов будет обесточена подстанция Сухум-1, сообщает Сухумское управление электросетями. Света не будет в центральной и нагорной частях города, в районе рынка, в старом поселке, по улицам Бейгуа, Почтовая, Титова. Отключение связано с ремонтными работами. Художники из Абхазии принимают участие в большом международном проекте «Кавказ. Притяжение будущего», организованном Российской академией художеств в Кабардино-Балкарии. В рамках проекта были организованы выставка работ членов Российской академии художеств и международная научно-практическая конференция. Подробности в материале Рады Чичава. Среди множества работ, представленных на выставке членов Российской академии художеств, скульптуры народного художника Абхазии, лауреата премии Дмитрия Гулия, председателя Национального союза художников Виталия Джения. В главном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка академиков Российской академии художеств. И там принял участие председатель Союза художников, скульптор Виталий Джения, который является почетным академиком. И тоже очень интересная была экспозиция, которая представила и разные школы, разных художников, разные жанры. В рамках проекта состоялась международная научно-практическая конференция «Изобразительное искусство молодых профессионалов. Большой Кавказ и юг России». Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия выступила с исследованием, посвященным вкладу русских художников в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии. Главная тема, с которой в этом году, так скажем, была представлена, это Абхазия и профессиональные институты изобразительного искусства, которые создавались в 30-е, 40-е годы. Как они повлияли на дальнейшее формирование творческого пространства. Это время такого культурного ренессанса, когда сюда приезжали известные художники, режиссеры, писатели. И Сухум действительно был такой очень яркой культурной столицей Причерноморья. Третья международная конкурсная выставка произведений молодых профессиональных художников «Кавказ. Притяжение будущего» прошла в столице Кабардино-Балкарии Нальчике и собрала вместе художников из Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Крыма, Чеченской Республики, Южной Осетии и многих других российских регионов. В конкурсной выставке молодых художников до 35 лет Абхазию представляли две талантливые девушки – Диана Нормания и Идаэт Атрушба. Их работы были выставлены в Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств имени Ткаченко. Работы, представленные молодыми художниками, это было живописное полотно у Идаэта Атрушба и керамика, декоративно-прикладное искусство, которое представила Диана Нормания. Эти работы вызвали интерес, и, на мой взгляд, это очень важно, потому что иметь качественного зрителя. А в эти дни в Кабардино-Балкарию приехал большой пул специалистов, искусствоведы, кураторы, теоретики искусства. То есть это возможность показать такой большой профессиональной аудитории свое творчество. Идаэт Атрушба – выпускница факультета искусств Абхазского госуниверситета. Завершив обучение, она осталась работать на родном факультете и теперь обучает юных художников на кафедре изобразительного искусства. На выставке была представлена ее работа, вдохновленная национальной ретро-открыткой. Мне подарили открытку нашу, старенькие такие СССРовские открыточки. Там была фотография наших хора «Абхазские долгожители», и меня это вдохновило написать работу в своей интерпретации. И вот она и попала на выставку. Как смотрели на мою работу, как обсуждали. Вообще очень было приятно с ними общаться, находиться и наблюдать за всем окружающим. Я очень благодарна Союзу художников, что дали мне такую возможность, потому что я увидела новые работы своего возраста, как сказать. Очень понравилось, как они работают, как они видят вообще
сам Кавказ. «Кавказ. Притяжение будущего» – значимый культурный просветительский проект, в рамках которого прошли открытые лекции, семинары и выставки. Участие в арт-мероприятиях за рубежом очень важно для развития креативной индустрии страны. Особенно, как отметила Идаят Атрушба, подобный опыт помогает молодым художникам. Очень много впечатлений от самого города тоже, и от самой выставки, от выставки старших наших. Там параллельно с нами открылась выставка старших преподавателей. Это был большой опыт посмотреть, как они работают, увидеть тоже что-то новое, где-то есть наши мотивы, где-то есть что-то новое. Вот это объединить, это все было очень интересно. И лекции послушать, как не у нас, а в других, там в Ростове, в Осетии, как они все работают. Было очень интересно. Ты видишь что-то новое, то есть ты можешь посмотреть и попрактиковаться у других художников, можешь с ними поработать, пообщаться. То есть это всегда свежий взгляд на твою работу, и ты потом начинаешь по-другому работать, то есть пытаешься впитать все, что есть, чтобы не забыть и сразу работать начать. И это стимул очень хороший. Эльвира Арсали отметила, для арт-пространства Абхазии очень важно представлять свои работы на международных площадках, выставках и просветительских проектах. Ведь взаимодействие с авторами, экспертами из других стран позволяет по-настоящему расширить границы в созидании. Рада Чачава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.